До старта фестиваля всего 3,5 недели, а успеть нужно много. Программа масштабная, но разве может быть по-другому в год театра? Стартует Сыктывкар Сатулы с вечером балета. Зрители увидят уже известные одноактные балеты и новые номера. Главная изюминка – выступление артистов Большого театра. Не менее зрелищным ожидается и вечер симфонической музыки, где впервые в Коми прозвучит фортепианный концерт Брамса в исполнении Дмитрия Маслеева. В мире он известен как большой пианист будущего, обладающий, цитата, блистательной виртуозностью. Солист Московской филармонии. Сегодня он один из ведущих концертирующих пианистов нашей страны. И мы очень рады, что мы в последнее время работаем с такими серьезными именитыми музыкантами. Стало также довольно уже, так сказать, такой доброй традицией выступление с нашим оркестром победителей конкурса Чайковского. Напомню, наш оркестр играл и с Денисом Мацуевым совсем недавно. До этого к нам приезжал Николай Саченко, скрипач, победитель конкурса Чайковского, и Владимир Овчинников. То есть оркестр растет, театр развивается, и это не может не радовать. Настоящий праздник ждет зрителей в день премьеры. Оперетту Кальмана «Принцесса цирка» сыктывкарцы ждали давно. На фестивале она зазвучит по-новому, обещает режиссер. Для постановки уже готовят отдельный цирковой номер. Его представит Театр огненных и цирковых искусств. А любители искусства балетного увидят легкого и романтичного Дон Кихота. Один из самых любимых, наверное, спектаклей и для артистов балета. Это такой праздничный, техничный, динамичный, со многими яркими ролями. И у нас будет много вводов. У нас артисты попробуют себя, кто-то даже в новом амплуа. И приглашенные артисты из Большого театра. Так что обещает быть спектакль праздничным для всех. Как для нас, так и для публики. 2 дня фестиваля отдали гостям. Артисты балета Москвы представят 2 одноактных спектакля «Транскрипция света» и «Эквус». В них хореография 21 века, своего рода синтез европейской школы и русской балетной традиции. А Московский камерный оркестр «Мюзика Вива» совместно с солистами, хором и балетной труппой нашего театра покажут оперу «Орфей и Эвридика» во французской редакции. А концерт-аперитив «Случайные встречи» с темпераментной музыкой Испании, Португалии и Латинской Америки уж точно не оставит зрителей равнодушными. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.